Масочный режим обязательно, маски. Рейдовое мероприятие сотрудников Роспотребнадзора по соблюдению масочного режима в общественных местах начинается с нового автовокзала. Те, кто за рулем, хорошо понимают, что здесь на месте сосредоточения иногородних рейсов риск заразиться ковид велик, да и внушительные штрафы можно схлопотать за несоблюдение простых рекомендаций. В первую очередь, маски ищут. Обязательно. Есть, садись, нету, покупай. С пониманием относитесь? Да, с пониманием. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что здесь устранены нарушения, которые были выявлены во время их прошлой инспекции. В автовокзале не было этих разметок, указывающих на социальную дистанцию 1,5–2 метров. Объявление для пассажиров, что они без масок в автотранспорт не допускают. И самих кассиров мы предупредили, чтобы они при продаже билетов предупреждали людей, что без масок. Они на транспорте, водители уже предупреждены, что на транспорт их не будут сажать. И при необходимости они могли на кассе приобрести эту маску. Улица Муталиева – одна из самых оживленных и центральных в городе. Здесь расположено множество супермаркетов, магазинов и торговых центров. Соблюдаются ли здесь меры против распространения коронавирусной инфекции, становится ясно уже при входе. Не в сумке надо держать, на лице. Минут 25. И маски или аудиц обязательно, без масок, не обслуживаемые. Соответствующее объявление и ваш там удал разметки социальной дистанции, но они уже обновить в любом случае, антисептик, есть запасы латте. Сотрудники Роспотребнадзора фиксируют в некоторых магазинах полное игнорирование простых рекомендаций. О средствах индивидуальной защиты и о таком понятии, как социальная дистанция, продавцы слышат в первый раз. Ну а где-то маски и антисептики присутствуют в торговых павильонах просто для декора. И тем не менее, по словам Яхьи Шадиева, к мерам против ковида предприниматели относятся с большим пониманием, чем раньше. Да, в основном люди соблюдают, но попадаются такие, как, к сожалению, торговые точки, которые не соблюдают этот масочный режим. Как мы уже отмечали, в отношениях них уже будут возбуждаться дела об административном правонарушении, привлекать их к административной ответственности обязательно. И после этого будет выдавать им предписание на устранение выявленного нарушения. Заходим, да, эти маски они держат в карманах, там, на прилавке, но не на лице. Вот такого рода нарушения, которые... И мы говорим, у них есть наличие, но они их не надели. При нашей проверке мы видим, да, у них отсутствует. Из-за этого мы будем их привлекать. Завершая рейдовое мероприятие, сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание и на этот торговый центр. Есть памятка безопасности в условиях эпидситуации. Все покупатели здесь в масках, как и, впрочем, и продавцы, которые и сами призывают беречь себя и не подвергать опасности заражения окружающих. Рейдовые мероприятия на предмет соблюдения простых мер против распространения коронавирусной инфекции в общественных местах, магазинах и торговых точках сотрудники Роспотребнадзора планируют проводить ежедневно. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Рамзан Зурабов, Новости 24.